Из-за того, что дожди сейчас круглые сутки идут, очень тихо сейчас ходить, вообще шума под ногами практически нету. Можно подходить, конечно, если еще ветерок. Вообще класс. Но прошел где-то примерно тут на 200 метров до машины. Вот иду в одну сторону, возвращаюсь. Вроде рябчик должны свистеть. Но тишина, полный штиль. Нету никого пока. Вот, где-то снизу только лодка вроде едет. Может, охотник какой поднимается. Но очень далеко еще. Или же вот с утренней зорькой люди возвращаются домой. Вот. А так, ни одного выстрела. Не стреляют. Два дня назад. Хотя дождливая погода была и вообще перелет идеальный, мужики говорят. Хорошо летела утка. Вот. Ну, сейчас поедем до любимого места. Там я еще остановлюсь. И уже изба там. Основное, плохую дорогу проехал. Здесь уже не страшно. Последняя яма еще прям где-то метров 300 от избы. Это не столь так страшно, как здесь, вот что я сейчас проехал. Ну, хороший объездной сейчас я посмотрел, объехал. Понравилось, честно. Там надо было и летом должно ездить. Ну, моторка, о чем я говорил. Все-таки кто-то поднимается. Мужики уже начали на большую охоту ехать. Так что все устремились в тайгу. Вон там, за этим березами, идет река. Груженным кто-то едет. Вон он, моторка. О, белые грибы. Опа, чистые. Поднялись в тайгу. Охотники. Грибы вон. С червями. Ну, я и говорил, груженным едет. Это уже на большую охоту мужики поехали. Я на своем любимом месте, как всегда, снимаю. Туман не рассеивается пока. Так, ладно. Там вызывающий свистит рябчик. Я манок не взял, но, знаете, я на его звук и сейчас схожу. Там одна штука сидит. Сходим сейчас. Шумно. Много синицы тут. В том направлении где-то я слышал. Метров 200 также. Блин, вот тут, оказывается, он был. Перелетел вон туда. И это не молодой. Старый самец. По звуку крылья понятно, что не молодой. Он где-то за этой корягой, оказывается, был. Я думал, подальше еще, а нет. В сторону дорогу летел.
Не, без манка. Нереально. Хитроватый. Но все равно интересно погонять их. Далеко уже улетел, блин. Жалко, камера была выключена. 20 метров от меня сидел. Как взлетел, только увидел. Вон тут. Все, короче, сейчас уже он погнал далеко. Не заметил вовремя. Вот тут он. На этой молодой березе или на сосне, вот из этих двух деревьев он сидел. Он улетел по дороге, ну и хрен с ним, пусть летает. Мамок нужен. Он какой большой гриб. И здесь с червями старый выход был и все. Ну да. Все правильно, где-то примерно 200 метров. Первоначально я его услышал. Сейчас по дороге куда-то он шуганулся. Не, бесполезно за ним бегать. Если рябчика увидел, подошел. Если подпустит, удастся пострелить. Если улетел, все, значит он тебя заметил и дальше будет от тебя улетать. Ну, не вовремя замечаешь просто. Скажем, в березовой роще, если ты охотишься и без листвы уже деревья, шансов больше. А в такой тайге и без солнца, когда солнце еще светит, просвечивает между деревьями, ты силуэт птицы замечаешь быстро. Ну, такие нюансы вот есть в этой охоте. А в туман и в такой гуще тайги где-то такая туша с моего кулака. Ну, тяжело находить. О, какой здоровый гриб тут. Вон. Белые грибы, они кучей так выходят. Ну, старый выход, нового нету. Я надеялся, между прочим, тоже думал, соберу грибы. Но во всем я немножко опоздал. И вода уже прибывать начала там. Ну, доедем до избы, там разберемся, что и как сделать. Первоначально, конечно же, по озерам я буду бродить. Мне хочется просто ходить, искать, стрелять. В данный момент этого хочется. И мне надо дозвониться до дома. Двери закрыты в избушке, значит никого нету. Труба стоит, печка на месте, значит. Что еще мы видим? Все в порядке, одним словом. Все как и должно быть. Ну вот. Вроде приехали. Вот так вот. Наша первая изба. Чолом здорово, Кырка. Ледюжни шотчины. Снова лодка идет, поднимается также. Ручку еще так я привез сейчас в этом походе, поменяем этот гвоздь. Чолом здорово, Кырка.
Ничего не поменялось. Как мы оставляли, та же самая картина. Даже никто не ночевал, видимо. Все устояло, пока ничего не развалилось. Вот. Мышей пока тоже не было, как ни странно. Ни одного мыша, ничего нету. Так. Ну вот. В принципе, сейчас визуально посмотрим еще. Все в порядке. Ничего такого я не вижу. Здесь закроем для ночевки. Эту фигню надо убрать. Эта доска улетела. Опа. Ветер, наверное, скинул доску. Все родные охотники. Лодка вообще маленькая. HDX. Может, 5. А кто рулевые, я так и не узнал. Еле-еле поднимается. Ну, короткие лодки так медленно едут. Так, давайте сразу, наверное, какую-нибудь палку взять, да, отметить воду. Уровень воды сразу отмечу. Потому что мне это важно. Если вода не будет подниматься, то не надо беспокоиться, что лодка наша уплывет, еще что-то. Ну и для ориентира также примерно где-то вот так, наверное. Вот так вот. Чуть-чуть на сантиметр, может, ошибусь, но примерно уже буду знать. Между прочим, это та же самая лодка, где вот мы там с берега я снимал. Это те же мужики. Куда она, наверное, возле Ваньки, Делюки останавливались. Сосна еще стоит. Всегда, когда останавливаюсь на машине, вот я прикидываю, чтобы если свалится до машины, чтобы не дошло, блин. Вот. Много раз писали, чтобы я это свалил. Но пока я снимаю видео и выкладываю в YouTube, в соцсетях это видео, я на камеру трогать это не буду. Кому надо, понимает почему. Продукты взял, как будто на месяц поехал. Так. Новый термос, она на чай сразу может попить перед выходом на охоту. Отсюда пока выгружать ничего не стану. Так, тут все пока здесь оставлю. Массу я всегда выключаю. Не знаю, почему мне один раз написали, что не надо массу выключать.
Но по привычке всегда я массы вырубаю. Так, это все. Здесь закрываем. Всё. Больше пока шуметь не стану. Здесь крыша тоже полностью протекает. Все сырое. О. Но эту беседку, наверное, что простоит. Уже нижние венцы все уже сгнили. Ремонтировать я не стану. Если уже стану, новую полностью поменяю, уже новую сделаю. Но это как-нибудь в следующий раз. В следующем году или через год, может. Но везде все отсырело. Здесь даже дрова отсырели. Дров дофига. Не знаю, куда девать. Они с плесенью, и к избушке я не стану близко даже заносить, потому что если уже расколоть, сразу в печку, а чтобы нет, пускай здесь гниет. Надеюсь, что в этом году воды меньше будет, уровень воды в будущем году-то есть. И может не уплывет все это хозяйство. Ну посмотрим, будем жить, будем смотреть, что и как. Вот. В принципе, пока вот я смотрю и ничего такого я не замечаю, что вот сильно оседала там изба. Вроде стоит как и было. Вон руки какие грязные стали. Жестянка, оказывается, черная, блин. О, росы-то сколько. Ну, росы с дождевой водой. Вот. Тут картошка, консервы, огурцы. Сейчас, наверное, буду пить чай с такими печенюшками, клеточку, которые шоколадные. Так, это, наверное, самый быстрый. Наверное, нож с собой надо взять. Масло тут есть у меня. Аккумулятор тоже запасной надо взять. Штаны оставляем. Хлеб поднимем, может, чаек с хлебом. Яйцо. Да, чуть не забыл, яйцо взял в этом поход. Так, остальное пока все оставим как есть. Потом уже все буду вынимать из рюкзака, из ящика. Сейчас чаек попью. Так, по одному кофе, наверное. Такой небольшой завтрак. В прошлом рыбалке вроде как показывал этот 2 в 1. Сахарный песок с кофе так размешиваешь, и получается тоже на скорую руку так быстрая заварка. Скажем, на эту банку ты 5 ложек кофе ложишь, остальное песок, и потом размешиваешь. Ну, по вкусу, кто как любит. Можно пополам, 50 на 50. Также рассказал, что я купил новый термос. Повторно хочу сказать, что терпение у меня закончилось с тем термосом. Термос хороший. И знаете, очень много лет мне прослужил и будет служить, в принципе. С термосом ничего не случалось. Но вот с крышкой проблема, с кнопочной крышкой вообще беда. Ничего сделать не смог. Я не нашел нужную кружку в Сыктывкаре. А в этом нету. Но, как сказать, в Алиэкспрессе есть, но оказывается там плохие крышки продают. Вот.
осталось яйцо. Или, может, бич-пакет заварить. У меня горячая вода, в принципе, есть. Быстро заварить, там, покушать, и я несколько часов сейчас бродить буду. Наверное, бич-пакет я заварю, ребят. Не судите строго, но это быстрая еда, быстрая готовка. Так, где-то у меня тарелка. Очень часто, буквально каждый раз, каждый поход мне вот пишут, что когда видят бич-пакет. Я могу это не показывать, конечно. Это я могу в тайне все делать там. А я показываю, как я вообще, какой я есть. И вот там начинают писать там охотник на бич-пакете или еще консервы кушаешь. Но сейчас вы видели. Проверил 2 озера, за рябчиком гонялся, ну и результат. Настрелял я, чтобы приготовить там рябчика или утку. Охота такая штука, что надо всегда с собой еду брать. И консервы, и бич-пакеты, и все, что есть в наличии, чтобы прожить в тайге. Также вот комментарии были, ну, я не хотел вообще затрагивать эту тему, конечно, и не надо, думаю, но вот показываю, что я ем, ну, как это не показывать, если я сейчас вот в данный момент хочу поесть, почему не показать? Я готовлю, показываю готовку, вот что сейчас в данный момент я буду кушать. Вот человек пишет такое, вот все время жрешь, ну, вот, написал. А вот такие люди, вот кто вот такое пишет, разве не кушают? Я думаю, 3 раза в день это 100% они кушают. Также. Может и хуже моих блюд там они едят там. Мясо пишут, мясо наверное, все равно большинство на обычных продуктах, бюджетных продуктах живут, кушают. Вот я встал 3 часа утра. Я всегда с утра, ну, практически не ем. Не хочется есть. Если, конечно, сейчас была котлета, я бы съел котлету. С яйцом или без яйца, или еще какой-нибудь салат, если был бы. Но вот суп вот в данный момент мне не хочется. Или же обычную кашу я никогда не привык, вот, скажем, по утрам кашу есть. Да и особо так дома мы кашу в основном варим, знаете, на выходные, когда все дома. Вот тогда с утра вот мы варим кашу и уже кушаем. А вот сейчас я это разбавил, вот это, как сказать, быстрого приготовления вермишель. Мне хочется этого, вот мне вот душа просит, вот вкусно, что поделаешь, вкусно. Я знаю, что, как сказать, чуть-чуть может вред организму несет, но я раньше также рассказывал на своих видео, я подсел 1 год на пюрешке, вот роллтон, пюре. Вот тогда я понял, что это действительно химия, это пюрешка. Не знаю, как люди кушают и кушают, но лично мой организм это не приняла. Я понял, что внутри у меня что-то начало твориться, что-то вот там болит, но организм не принимает. На отказ прямо вот так. Олег, перестань это жрать. Как и вот я раньше курил, я знал, что я вред несу в себе. И потом организм мне тоже шепнул: что ты делаешь, Олег, перестань курить. У меня отдышка появилась. Вот отдышка, я понял, что надо бросить это дело. И все, после этого я бросил. Также бросил вот эту пюрешку.
Ой, весь рот в слюне. Ай, вкусно говорю, наверное. А вот бич-пакет, также вот одну весну я здесь надолго приехал весной на весеннюю охоту, вот на эту избу тоже. И вот чисто вот лень варить, вот подсел на этот ролтон. Утром ролтон, днем, вечером, может, и 2 дня, 3 дня. Потом у меня, знаете, когда ты ешь нормальную еду, вот ты сварил суп из консервов с картошкой, там, еще, если в суп ты добавишь макароны, это хорошая еда, настоящая еда. А когда ты сядешь на бич-пакет, когда ты лень тебе варить и начнешь вот целыми днями вот эту хуйню есть, ты тоже... Это диета. Это я начал худеть. Я заметил, что я худею. И это, думаю, это все это дело от всего этого. А в день, если на скорую руку ты, скажем, пачку заварил, съел, то на пару часов хватает. Ты силу никакого не дает, но обман такого голода у тебя будет. Ну, ты организм этим можно обмануть, что вот ты накормил свой организм, и он не будет просить там пару часов пищи. В меру можно. Одним словом, ролтон в меру можно есть. Ну, вот такой мой вывод. Короче, сейчас я завтракаю. Вот сейчас 2 в одном кофе попью. Вот это бодягу съем с хлебом, с маслом, как сказать, чай попью на этот кофе. И сходим на озера проверим. Блин, надо бы, конечно, чуть-чуть подождать, чтобы туман рассеялся, потому что очень сильный туман на улице. Но посмотрим. Терпения нету, хочется. Что будет, то и будет. Если подстрелим, подстрелим кого-нибудь. Если нет, так нет. Где-то примерно 5 озер на проверю. А дальше там уже, я знаю, там дальше выше охотники в избушках. И туда без толку ходить. Они там тоже проверяют озера. Но по ходу действия, если будут утки, буду дальше идти проверять. Если не будет никого, развернусь и обратно придем. Ну, такие планы я рассказываю. Все, короче, я завтракаю и пойдем. Короче, дозвонился до соседа. Охотник каждый день без выходных он ходит. Ну, уже в возрасте. Не знаю, сколько лет ему, но если я, говорит, остановлюсь, у меня ногу откажут. И он каждый день, вот каждое утро, что за грибами, что сейчас на охоту на утро ходит. Дозвонился я Теле2. Теле2, короче, ловит сеть тут. Со смартфона я дозвонился. И я спрашиваю, как, говорю, лодка там не уплыла еще? Да высоко, говорит, не беспокойся. Но сейчас я уверен, что с моей лодкой ничего не случится там. Если что, вдруг подтянут, перевернут, можно смело оставаться ночевать. А там посмотрим, 1 ночь или 2 ночи. Вот. Такие дела. Прям какой-то груз души у меня. Ну просто я увидел речку, как будто лишней воды много. Все нормально, все под контролем.